Написав добровольное согласие на проведение процедуры, пациент проходит обязательное анкетирование, а сразу после терапевт приступает к осмотру. Прививку от гриппа ставили? Нет, Аллергические реакции на какие-нибудь препараты? нет. Это самые главные вопросы на осмотре у терапевта, после которых решают, можно ставить пациенту прививку или нет. В случае Илисхана Гугиева на получение первого компонента спутника ВИ ничего не препятствует. А значит, можно со своей картой смело идти в процедурный кабинет. Илисхану 20 лет. Молодой человек ковидом не болел. На решение вакцинироваться повлияло мнение врачей. Если и заболеешь, то риск избежать осложнений с антителами гораздо выше. Ну, надеюсь. Сама процедура занимает не больше 5 минут, но пациента отпускают и не сразу. После прививки он должен провести в медучреждении еще полчаса. Напоминают и о возможных осложнениях. Они, кстати, могут быть и независимо от препарата, который вводят. В прививочном пункте Гамурсиевской амбулатории предлагают разнообразие вакцины. Это и спутник ВИ, Лайт, Эпивак, Корона. Обязательно термометры, термоиндикаторы должны лежать, которые фиксируют температуру непосредственно в морозильной камере. Вакцины отличаются технологией производства, но задача у всех одна – познакомить иммунную систему с антигеном. Необходимую подбирают на месте. В каждой есть определенные противопоказания и ограничения, в том числе возрастные. Но большинство жителей Ингушетии, как и всех россиян, предпочтение пока отдают спутнику ВИ, не исключение и Залина Гуцериева. В прошлом году, конечно, я перенесла очень тяжело. У меня было 70% поражения легких. Если вдруг опять я заболею, чтобы перенести ее, наверное, в легкой форме, и чтобы не попасть опять в больницу. А почему спутник ВИ? Знаете, спутник ВИ был первым препаратом, который был сертифицирован. Эпидситуация в регионе, как и в стране, пока еще сложная. Многим уже можно ставить третью прививку. Необходимость ревакцинации объясняют и проведенные исследования. Уровень антител у вакцинированных уже через полгода снижается, а значит, повышается вероятность заразиться. Специалисты считают, что добавление антител к уже имеющимся только усилит иммунитет и не нанесет никакого вреда. Научные исследования, проведенные в различных странах, это подтверждают. По мнению российского Минздрава, повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в России в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата. Для повторной вакцинации Минздрав страны рекомендует использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Она рассчитана исключительно только для этой цели. Ревакцинироваться «Спутником Лайт» в условиях распространения штамма коронавируса «Дельта» нужно раз в полгода, заявляют представители исследовательского центра «Гамалеи». Не стала медлить с решением ревакцинироваться «Спутником Лайт» и исполняющая обязанности главного врача Назрановской районной больницы Залина Картоева. Она с начала года уже третий раз в этом кабинете в качестве пациента. По роду своей деятельности мне приходится контактировать с инфекционными больными. Я захожу в красную зону, и поэтому, чтобы защитить себя и уже опосредованно защитить своих родных, маму, родственников, с которыми мы проживаем в одном доме, я решила сделать ревакцинацию. Вакцинация прошла, первая вакцинация была в январе 2021 года, вторая вакцинация была в феврале, то есть год еще не прошел. Но сейчас не то, чтобы на ревакцинацию, на вакцинацию приходит тяжело. В регионе отмечают снижение числа прививающихся против COVID-19, что в свою очередь привело к высоким цифрам заболеваемости. Для того, чтобы привить население, чтобы у нас был популяционный иммунитет, нам необходимо привить не менее 80% населения нашей республики. На сегодняшний день у нас привито 61,2% от полученной вакцины. Наибольшее количество прививающихся – это молодежь и люди среднего возраста. Как правило, работающее население, которое находится в группе риска. А вот ярые отказники, по мнению медиков, пожилые люди. Но с ними регулярно проводят разъяснительную работу.
зачем вакцинироваться, если после вакцинации все равно возможно заражение, и люди болеют. Да, на самом деле болеют, но они болеют в более легкой форме. И что мы видим, летальных случаев нет. По крайней мере, у нас не зарегистрированы летальные случаи у пациентов, которые после вакцинации, неважно, первый это был этап или полный курс, заболели. Всего в Назрановском районе привито более 32 тысяч взрослого населения. Из них 29 тысяч получили оба компонента. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.